Бисмилля, альхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям. Аллахума шрах ли садри, ва яссир ли амри, ва ахлил уқдатам мин лисани, яфқаху қавли. Аллахума аллимна ма янфауна, ва анфa'на бима алламтана, ва зидна илма. Субханака ла илма лана, илля ма алламтана, иннака антал алимул хаким. Аллахума фақихна фиддин, Аллахума аллимна та'вил. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. Баракаллаху фикум. Иншаллах, у нас сегодня урок в Исламском университете Украины онлайн режиме. Мы дошли до 3 главы. 3 глава у нас в книге «Недуги сердца». Муфсидатуль кулуб была у нас тема. Недуги сердца. 3 глава говорится про небрежение. Есть в шариате такая тема, есть ифрат, это чрезмерствовать религии. То есть чрезмерствовать некоторые религии, перебарщивать религии, это тоже нам запрещено в религии. Гулюв называется у нас еще. Ифрат еще на арабском языке называется. Чрезмерствовать, переходить границы имеется в виду. Чрезмерствовать, что это ифрат, валь-гулюв это что? Аллах в Коране сказал: «Я ахль китаби ла таглу фи диникум». О люди Писаний, не чрезмерствуйте в религии, Аллах сказал. То есть Аллах к нам обращается, и людям Писаниям, христианам, иудеям, мусульманам Аллах обращается, чтобы мы не чрезмерствовали нашей религии, не переходили границы, чтобы не делали нововведения нашей религии. Итак, как в другом аяте говорит Аллах: «Валя та'таду», не переходите дозволенного. То есть перебарщивать, чрезмерствуя. И также, теперь у нас тема сегодня была, тафрит называется. Ифрат, чрезмерствовать, тафрит – это пренебрежение, это халатность, это пессимизм, это упущение, это невнимание, это небрежность. Это в смысле такие этому слову, синонимы его. 3 глава пренебрежения. Введение сначала прочитаем, иншаллах. Просим Аллаха Субхану ва Тааля нам стойкости, дорогие верующие, чтобы мы прошли достойно в этой религии, чтобы мы были закаленные в этой религии, как сталь, чтобы мы прошли стойко в этой религии, чтобы мы умирали, как достойные люди умирали, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и сподвижники, в этой религии, чтобы мы умирали. Просим Аллаха хорошие кончины, дорогие верующие. Однако, иншаллах, продолжим нашу книгу. Введение, хвала Аллаху Господу миров, мир и благословение благороднейшему из посланников, нашему пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, его семье и его всем сподвижникам. Пренебрежение серьезный недуг. То есть, мы сказали, что тафрит в арабском языке. Запомните, тафрит, халатность. Или ирджа называется. Ирджа — оставлять деяние, не делать. Когда Аллах говорит, это фард, исполни, пожалуйста, вкладывай свои силы в меру возможности. В меру возможности, столько, сколько ты можешь бояться Аллаха, бойся. Исполняй приказы Аллаха. Исполняй приказы, фарды исполняешь. Будь это фардуль айн обязательно, индивидуальная обязанность или коллективная обязанность. Сколько мы исполнили этот фард? И Аллах спросит за каждого попустителя, каждого пренебрежающего человека Аллах спросит. Тот, кто не стремился к знаниям ислама, тот, кто не стремился к знаниям Аллаха, тот, кто не стремился к знаниям пророков, Аллах спросит с каждого из нас. И мы должны понимать этого. Баракаллаху фикум. Мы не должны пренебрегать. Сколько раз я говорил и объясняю, что талабуль ильми фарида, требовать знания — это обязанность каждого верующего мусульманина. Будь это мужчина или женщина, необходимые знания должны получать все. Пренебрежение — серьезный недуг, который, постигая человека, оставляет его в убытке в обоих мирах. В этом дунья и после смерти в ахирате. Мы верим, что есть жизнь в этом мире, и мы верим, что жизнь есть после смерти. После смерти есть жизнь, не беспокойтесь. Некоторые думают, что будет после смерти. Все же заканчивается. Говорят, нет, не заканчивается. Самое длинное путешествие начинается самое длинное после смерти. И так дальше.
Пренебрежения серьезно нету, которое постигает человека, оставляет его убытки в обоих мирах. Всевышний Аллах сказал: не будьте подобны тем, которые забыли Аллаха, и которых Он заставил забыть самих себя. И они являются нечестивцами. Сура Сбор, Суратуль Хашр, 59 сура в Коране, 19 аяте обычно приводится. То есть, смысловой это перевод. Что же такое пренебрежение теперь? И как ислам велит нам относиться к нему? Каковы его разновидности? Каковы его причины? И как бороться с ним, пренебрежением? Гафля еще называют на арабском языке. Беспечность. Смотрите, сколько людей мало присутствует на уроках. А сколько будут людей на концерте, скажем, харамном концерте? А сколько людей будет в преступлениях разных видов? В преступлениях разных видов сколько людей бывает? Сколько сидят людей в тюрьмах за преступления разных видов? Почему их нету на уроках? Почему не присутствуют люди на уроках? Потому что люди, они неблагодарны Аллаху. Потому что в общем, если взять, люди не понимают, для чего они созданы. Роль этого человека на этой земле люди не понимают, большинство. Беспечные. Я не говорю, что если у меня тут нет, баракаллаху фикум, там, где сплетни бывает много, но на уроках бывает людей очень мало. Человек 10, 20, 30, 40, 50. В лучшем случае бывает на уроках люди. И так как Всевышний Аллах сказал, теперь смотрите насчет пренебрежения. Всевышний сказал: не будьте подобны тем, которые забыли Аллаха. И которых Он заставил забыть самих себя. Те, кто забыли религию Аллаха, не изучают ее, не изучает религию, не исследует религию. Не бывает с теми, кто изучает религию, любит религию. Не рядом с ними они. Не помогают они этой религии. Не распространяют они, не стали рядом с религией. Они забыли сами себя. Он заставил забыть самих себя, говорит Аллах. Почему он беспечным стал? Потому что он не с теми связался. Они являются нечестивцами, Аллах сказал, большие грешники. Оставили свою обязанность. Как говорится, с кем поведешься, с того наберешься. Если ты будешь знающими людьми, ты тоже станешь скоро знающим. Если ты будешь дружить, ходить с знающими людьми, ты тоже скоро станешь знающим людей. Что же такое пренебрежение, как мы сказали, и как ислам велит нам относиться к нему? На все эти вопросы мы ответим в данной главе. Просим Аллаха, чтобы Он пробудил нас от нашего легкомыслия, пренебрежения, небрежения и простил нам наши грехи. Определение пренебрежения теперь. Глагол сам по себе в арабском языке, ифрат, от которого образовано это слово, указывает на оставление чего-то по оплошности, однако это оставление может быть и умышленным, да, и тоже бывает умышленным. И Аль-Фаюми сказал, пренебрежение гафля, или беспечность еще называется гафля, это отсутствие чего-либо в сознании человека так, что он не вспоминает об этом. Это слово применяется к тем, кто оставляет это нечто из пренебрежительного отношения к нему и отворачиваясь от него, как в словах Всевышнего Аллаха. Однако сказано, они с пренебрежением отворачиваются. Сура Пророки, Анбия, 21 сура, аят 1. Пренебрежение как шариатский термин теперь. Это когда человек не ощущает того, что должен ощущать. Фейдуль Кадир книги приводится. Рагиб Исфахани говорит, это оплошность. Пренебрежение это что? Это оплошность, которая случается с человеком из-за недостатка внимательности и бдительности. Аль-Джурджани сказал, что такое пренебрежение. Это следование за душой своей в том, чего она желает. Итак, определение дали мы уже. Отношение ислама к пренебрежению. Всевышний Аллах порицает пренебрежение. У нас есть обязанности, перед мусульманами есть обязанности. Если мусульманин не обязывает, то есть не исполняет свою обязанность, он будет наказан перед Аллахом. В первую очередь, пренебрежение в молитвах у мусульман. Большинство умма Мухаммада, которые себя относят к исламу, они не молятся. Они 5 раз намаз не делают.
Что им еще говорить? Их относить к исламу или мусульманам? Просто из-за того, что они относят к исламу, мусульманам, мы их относим. Ну, кому их относить, этих людей? Кому относить их? Большинство умма не молится. Большинство умма не молится. Почему? Потому что не вкусили слово «ля иляха илlallah», не поняли слово «ля иляха илlallah». Поэтому, скорее всего, не молится. Или молится, оставляет. В жизни своей молились, потом оставили. Потому что не поняли, что такое «ля иляха илlallah». Итак, дальше. Всевышний Аллах порицает пренебрежение и предостерегает от небрежных. И предостерег своего пророка от того, чтобы оказаться среди небрежных. Будьте осторожны, сторонитесь небрежных. Аллах предостерегает пророка Мухаммада, саллаллаху саллям. Его вера сильнее нашей веры. Его деяния сильнее наших деяний. Его стойкость сильнее веры, чем наша. Поэтому, когда женщина выходит замуж, она должна выходить замуж соответствующей паре, религиозной. Также, друзья, религиозных ищи, чтобы сам был религиозный, стойкий был в вере, имане, в исламе. Но когда у тебя беспечные, небрежные в исламе, пренебрежением люди, гафляте, беспечные люди, ты если с ними, тогда ты тоже такой же становится потихоньку. Будьте осторожны. Будь сам влияющий. Сам будь влияющим. Будь призывающим. И так дальше. Аллах предостерег пророка, саллаллаху салям, чтобы он оказался среди небрежных. Он сказал: поминай Аллаха с покорностью и страхом про себя, тихо про себя, и не громко, не кричать, не кричите, говорит Аллах. По утрам поминай Аллаха, и перед закатом, при восходе солнца, и не будь одним из небрежных невежд. Раньше, эти аяты имеется в виду сурат Аль-Арафи, 7 сурате, 205 аяте, раньше пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи, было в Мекке обязано молиться утром и вечером. Молитва 2 раза. И одно из этих аятов охватывает этот смысл. И Всевышний Аллах запретил вводить дружбу с такими людьми. Почему? Дружба — это имеется в виду близкие, что были тебе. Они тебя будут сбивать с правильного пути. Они тебя будут вводить в беспечность. Они тебя будут вводить в пренебрежение к обязанностям Аллаха. Из обязанностей Аллаха это намаз, закат, пост, хадж и тому подобное. Хорошо. Из обязанностей теперь Аллаха и людей является закат. И также джаназа намаз. Джаназа. Похоронный намаз. То есть, если человек у нас умер после 4 месяцев, если ребенок умирает, люди спрашивают такие вопросы. Бывает в нем душа или нет? Аллах вселяет душу ребенка после 4 месяцев в чреве матери, когда ребенок находится, в хадисе достоверно пришло. И Аллах в Коране, сурат Аль-Акы, 96 аяте, нам перечисляет, объясняет нам, что бывает, как говорится, процесс ребенка, как он становится ребенок. Потихоньку, как становится ребенок. Первые 40 дней, потом 40 дней, потом 40 дней. Через 120 дней, уже 121 день, уже душа бывает у ребенка. И этой душе бывает вселено 4 слова. То есть вдуто 4 слова. Ангелом ответственен за чреве матери. То есть за эти души, которые вдуваются в чреве матери. Что записано? Его срок жизни, его пропитание, его деяние, его счастливого или несчастного. Итак, 4 слова в этом ребенке после 120 дней. И фардуль кифай является для мусульман, обязанность является, в первую очередь, начиная с этого села, скажем, с этого города, скажем. Потом дальше распространяется среди уммата Мухаммада, саллаллаху саллям. Если умма, если мусульмане этой местности не похоронят его, то все они являются большими грешниками. Нельзя быть попустителями, пренебрежением нельзя быть, беспечности нельзя быть. Все мусульмане тогда
начиная с села, потом города, потом страны, потом умма, если не похоронили мусульманина, они грешники, они большие грешники, имея возможности. Все свои возможности, все свои рычаги должны двинуть, чтобы похоронить мусульманина. Или ребенка этого. Баракаллаху фикум, ребенка, мусульманина. Итак, не отдаются в печи, чтобы сжигали их в печах. Не отдаются на органы. Не отдаются на, как говорится, на лаборатории не отдаются. Баракаллаху фикум. У нас это запрещается. Если мы не исполним эту обязанность, то мы все большие грешники. Пренебрежение. Это является гафля, беспечность. И так дальше Всевышний Аллах запретил водить дружбу с такими людьми. И Он сказал: будь же терпелив с теми, которые взывают к своему Господу по утрам и перед закатом, и стремятся к Его лику. Не отвращай от них своего взора, желая украшений этого мира, и не повинуйся тем, чьи сердца мы сделали небрежными к нашему поминанию. Кто потакает своим желанием, и чьи дела окажутся четными. Сура Аль-Каф, называется сура Пещера, 28 аят. И Всевышний Аллах упрекнул неких людей за небрежность. Гафля сказал: они знают о мирской жизни только явное и с небрежной. Сообщение, иншаллах, после урока посмотрю я. Пишут сообщение. И Всевышний Аллах упрекнул неких людей за небрежность. Сказал: они знают о мирской жизни только явное и с небрежением относятся к последней жизни. Сура Ар-Рум, ая 7. Дальше у нас идет. Среди пренебрегающих есть и неверующие. Как сказал Всевышний Аллах в своей книге: гнев Аллаха падает на тех, кто отрекся от Аллаха после того, как уверовал. Не на тех, кто был принужден к этому, тогда как его в сердце покоилась твердая вера. А на тех, кто сам раскрыл грудь для неверия, им уготованы великие мучения. Это потому, что они предпочли мирскую жизнь последней жизни. То есть они предпочли мирскую жизнь над последней жизнью, над ахиратом. Поистине Аллах не ведет прямым путем неверующих людей за то, что они не верили в Аллаха. Или преступников в другом аяте сказано: Аллах запечатал их сердца, слух и зрение. Они и есть небрежные невежды. Сура 16, сура Нахль, пчелы называется сура, 106-108 аяты. И горе, и еще раз, то есть и горе, и еще раз горе тому, кто оставался небрежным до самого конца и оказался в убытке. Горе, вейлун имеется в виду арабском. Всевышний Аллах сказал: предупреди их о дне печали, когда решение уже будет принято, но одни проявляют небрежение и не веруют. Сурат Марьям, 19 сура, 39 аяте говорится. Пророк, саллаллаху салям, прочитал этот аят своим сподвижникам, когда рассказывал им о заклинании смерти. Абу Саид аль-Худри передает этот хадис, что посланник Аллаха, саллаллаху салям, сказал: в судный день приведут смерть в образе белого человека. То есть, извините, судный день приведут смерть в образе бело-черного человека. Астагфируллах. Судный день приведут смерть в образе бело-черного барана, который будет поставлен между раем и адом. И будет сказано: о обитатели рая, знаете ли вы, что это? И они приглядятся и посмотрев, скажут: да, это смерть. И будет сказано: о обитатели огня, знаете ли вы, что это? И они приглядятся и посмотрев, скажут: да, это смерть, скажут обитатели ада. Тогда будет отдано веление зарезать ее, то есть смерть. Что и будет сделано, после чего
будет сказано: «О обитатели рая, вечность и больше не будет смерти». И будет сказано: «О обитатели огня, вечность и больше не будет смерти». А потом посланник Аллаха, саллаллаху салям, прочитал: «Предупреди их о дне печали, когда решение уже будет принято, но они проявляют небрежение и не веруют». Гафля, и тафрит у них есть. Гафля, небрежение. Сура Марьям, в 39 аяте приводится это. Также этот хадис Бухари и Муслима приводится. Это люди начинают спрашивать: тогда получается, если зарежут этого барана, черно-белого барана, то есть бело-черного барана, когда зарежут, тогда получается, грешники тоже там останутся вечно в аду? Нет, грешники, единобожники не останутся вечно в аду. В аду остаются многобожники, неверующие, безбожники вечно. А грешники очистятся, которые зашли в ад, очистятся от грехов, тогда они зайдут в рай чистыми, без грехов. Они должны очиститься от грехов адским огнем, и тогда зайдут в рай. А те грешники, которым были прощены Аллахом, а мы не знаем, какие из них мы будем в списке или нет, мы не знаем, в каком списке мы будем. Те, кто прощен Аллахом изначально и зашел сразу в рай, или зайдут в ад, очистятся от грехов и зайдут потом в рай. Это не имеется в виду, баракаллаху фикум, о грешниках, а имеется в виду, которые уже вечно будут пребывать в аду. Виды пренебрежения. Виды пренебрежения бывают теперь. Мы должны узнать, какие пренебрежения бывают. Пренебрежение бывает двух видов: похвальное и порицаемое. Похвальное пренебрежение — это когда человек даже не помышляет об услышании Аллаха. И порицаемых деяниях не умышляет он даже. Ибо всем неугодном Всевышнему Аллаху. Это та наивность и чистота этого человека, которая присуща целомудренным женщинам, и которого Всевышний Аллах сказал: поистине те, которые обвиняют целомудренных верующих женщин, даже не помышляют о грехе, будут прокляты в этом мире и в последней жизни. Им уготованы великие мучения. Им уготованы великие мучения. Сура Свет, сура Нур, 23 аят. Подразумеваются женщины, которым и в голову не приходит совершать подобный грех. Порицаемое пренебрежение — это когда человек не думает о покорности. Порицаемое пренебрежение, теперь самое важное, наша тема. Порицаемое пренебрежение — это когда человек не думает о покорности Всевышнему Аллаху и небрежно относится к поминанию Его. Поминание Аллаха бывает единобожьим, намазом, закатом, закат милостыни обязательно, постом, хаджем и другие виды поминания. Оставление запретного, жить по законам Аллаха стараться нужно. И также поминание Аллаха джаназа, как Умар бин Хаттаб сказал: «Кафа биль маути ва'иза». Достаточно поминания Аллаха, имеется в виду наставление, поминание Аллаха. Достаточно смертью, сказал нам Умар бин Хаттаб. Смерть, если мы видим умершего человека, если мы видим, смерть, если видим, это большое поминание Аллаха. Аллах его забрал. И почему по сунне посланника, саллаллаху салям, встают, когда везут мертвого человека? Почему встают? Это не встают мертвому человеку, а встают предопределению Аллаха, возвеличивая предопределение Аллаха. И все. Не поют, не танцуют, не песни поют, не какие-то гимны. Молчат. Молчат, когда везут мертвого человека. Возвеличение Аллаха, Его судьбу, Его предопределение, Его аджир называется у нас. Возвеличивая, встают. Порицаемое пренебрежение — это когда человек не думает о покорности Всевышнему Аллаху и небрежно относится к поминанию Его. Он не думает о мире вечном, о расчете и воздаянии не думает этот человек. Это есть порицаемое пренебрежение. Он не думает о мире вечном, о расчете, хисабе не думает он, и возмездие, джазаи не думает он. Йомиддин он не думает, день возмездия, 50 тысяч лет будет.
об этом не думает он. Это как раз то пренебрежение, о котором мы и говорим в данной главе. Итак, дальше у нас есть темы. Следующая тема будет очень интересная. Виды порицаемого пренебрежения. И перечислю вам быстро, какие виды будут в следующем уроке. Первое – случайная небрежность. Вторая – повторяющая небрежность. Третье – полное пренебрежение. И так дальше. Причины пренебрежения у нас будут. Стремление к физическому комфорту, который тебя приводит к пренебрежению. Второе теперь. Стремление к удовольствиям жизни и ближней. Третье. Потеря ощущения греха. Потеря ощущения греха. Представляете? Люди хотят через каких-то имамов сделать так, чтобы это не грех. Валлахи, он остается грехом. Сколько бы имамов, шейхов, алимов не собрались, этот грех не отстает быть грехом. Потому что он пришел в Коране и Сунне. Четвертое. Следование страстям. Пятое. Труд и добывание хлеба насущего. Шестое. Спортивные игры. Чего нас вводит к пренебрежению? Спортивные игры. Седьмое. Роскошество. Об этом мы говорили. Первая наших тема. Первых наших лекций «Недуги сердца». Восьмое. Чрезмерная привязанность к миру этому. Девятое. Тесное общение с пренебрегающими людьми. Люди гафля, беспечными людьми, чрезмерное общение с ними. Дружи с теми, кто тебя приближает к Аллаху. Дружи с теми, кто тебе напоминает об Аллахе. Аллахе, тебе это будет полезно. Итак, дальше 10. Изобилие дозволенного. Изобилие чего? Дозволенного. Итак, дальше, баракаллаху фикум, на этом мы остановимся. Если у вас есть вопросы, спрашивайте. Баракаллаху фикум, джазакумуллаху хайран. Просто причины пренебрежения мы сказали. Виды порицаемого пренебрежения, об этом мы будем, иншаллах, рассказывать на следующем уроке.